Я учился в интернете, там, в университете в Назаране. И был такой момент, когда приехали набирать студию. Я отличник, к танцам никакого отношения не имеющий. И вот там поломали и посчитали, что я подхожу для этого дела. Абсолютно я не знал, куда везут. Сказали, что типа Исимбаева. И все. Это был период 68-й год, это давно было. И родители от Москвы едут, там все родственники. О, тогда Москва считала же, это чуть ли там не космос сейчас. Да. Ну, родителей можно понять, они хотели лучшего всегда. Нет, порой бывало моменты, что я жалел. Бывало, когда вот ты что-то хочешь сделать, а все как будто назло все против. Хотя ты хочешь позитив какой-то и так далее. Ну, это такова жизнь просто. Всегда гладко ничего не бывает просто. Поэтому после такой, может быть, ярости, после многих таких мыслей задумываешься над этим, и ты понимаешь, что, видимо, такова и судьба твоя, и такова жизнь. Учился, вот до выпуска учился, просто ненавидел. Да. И последний год что-то так произошло, вот когда уже за год до выпуска, уже, видимо, мышление, знаешь, оно перестроилось, видимо, внутреннее как-то что-то. Уже когда постоянно видишь одно и то же, слышишь одно и то же, порой и это начинает нравиться, да? Вот исходя, видимо, из этого, постоянно вращаешься в этом кругу, уже начинаешь понимать, присматривать, это стиль, может быть, что-то нравится и так далее. Вот все. Постепенность. То есть, может быть, я был приспособлен, а может быть, для других задатки у меня были. У меня явные задатки были, допустим, к математике. Я отлично учился, вот, геометрии, алгебры, математика, все это легко мне давалось. А вот это как бы против воли шло, понимаешь? Именно математика мне потом помогла вот, в постановочных делах. Наверняка она должна помогать. Она помогает. Да, и физика, и математика, она очень много дает. Помимо вот того, что ты начинаешь каким-то, как бы не только образы на тебя находят. Вот, допустим, вот я сейчас, вы видели номер, вот этот, дато, да? Но тут же геометрия. Да. Круг там. Да, потом... вот эти линии, да, все это. Это сугубо чисто геометрия. Ты как архитектор смотришь, насколько эта геометрия интересна. И в этой геометрии, насколько вот пластические движения логичны, вовремя изгиб идет и так далее. Это как пластилиновые, даже можно сказать, мультики делают, пластилиновые и так далее. Вот то же самое. Ну, я всегда был рад, что я помимо гуманитариев еще вот, технические какие-то у меня были данные. И это мне действительно помогает в работе. Вот я иногда вижу, допустим, какое-то красивое здание, даже частные особняки сейчас строят, да. Мне даже порой интересно, как здорово сделано. И это как-то помогает мне в чем-то. Я сам не понимаю, но помогает. Да. Или я посмотрю красивую там встречу в футбол, да, тоже своего рода танец. Да? Вот это все, это помогает. Вот нельзя игнорировать помимо своей профессии остальные направления жизненные. Просто нужно знать, что полезно, не сколько полезно, как полезно, а полезно в том плане, что как преломиться в твоей душе, и что оно даст в твоем творчестве. И если ты сам не будешь трудоголиком, тебе никто не поверит, как бы ты талантлив не был. Ты должен отдаваться. Правильно? Я могу быть талантливым, а работать через 4 дня вот так. А народ-то хочет ежедневно, например, коллектив ежедневно, чтобы он видел, что ты тоже трудишься. Если этого нет, мне кажется, коллектив начинает просто разочаровываться, во-первых, и не бывает спаянности.
стоим. Вот стрела. И... Профессия там, режиссера, хореографа, она такова, что ты поставил, никуда не положишь ее. Понимаешь? Его нужно показать. И если зритель оценивает, это тебя дополнительно вдохновляет на следующую постановку. А если вот ты поставил, все, оно небытие ушло, вдохновения нет. И кажется, что это зачем, для кого? Для меня и так порой комфортно, если я читаю литературу, там, хожу по городу, размышляю, там, вижу, общаюсь с людьми и так далее. Это тоже же комфортно. А когда в той профессии, в которой ты работаешь, оно не резонирует, не имеет резонанса в обществе, как-то, может быть, это некоторого рода творческий эгоизм, а может быть, и в какой-то мере и тщеславие гложет человека всегда. Он же хочет показать себя, что я пришел в эту жизнь не случайно. Что я тоже творчески мыслящий человек. Творец, сказать я это слово не хочу, потому что Творец только один, Всевышний. Когда я спектакль «Имам Шамиль» делал, столько разговоров было, как можно на сцену вывести имама Шамиля, танцующего. И почему вы взялись, не безответственно ли это, и так далее. Я говорю, просто люди порой не понимают, даже творческие, что балетное искусство – это язык пластический, это пластика. Вот как вот тот же имам Шамиль говорил, да, изъяснялся, а мы его на сцене показываем через пластику, как он изъясняется. Он не танцует, он разговаривает. Есть понятия разные. Танцульки и разговор через пластику в танце. Его пластикой можно показать его как и религиозного деятеля, его как воина, его как мужественного человека. Он же не по жизни танцор был, поэтому мы не заставляем его плясать. Мы заставляем его, я его видел в пластическом изображении, как он через пластику общается, разговаривает. И вот это мы показали. И вот мне очень было приятно, что и Хаджи Мурат Данагой, многие историки, Гаджиев, и все подошли и поздравили меня. Сказали, что мы вас поздравляем, вы молодец, одним словом. Good evening. This is the voice of Enigma. In the next hour, we will take you with us into another world.
into the world of music, spirit, and meditation. Turn off the light, take a deep breath, and relax. Start to move slowly, very slowly. Let the rhythm be your guiding light. И то же самое, вот, например, сейчас новая постановка «Энигма». В этом спектакле моя цель была показать, и молодежи показать, как можно через пластическое искусство идти к прекрасному. Не к пошлости, не там, к каким-то развратным сценам, а показывая красоту, тоже самое. Хоть некоторые говорят, вот балет, балет, балет. Но через балет, пластическое искусство показать красоту и взаимоотношения юноши и девушки, взаимоотношения этого поколения молодого. И как это можно двигаться. И в финале у нас же получается, так скажем, добро побеждает. И вот как это показать, пройти все коллизии постановочной работы, вот спектакля самого. И что можно, если юноши и девушки мечтают найти себя и соединиться, и мы это показываем, и они соединяются. И это счастье, потому что если люди соединяются в порыве чувств, и новое поколение пойдет, здоровое, ясное, светлое, сильное, так скажем, если так пафосно говорить. Да. Да, по большому счету. Вот так. Поэтому ответственность есть. Я мог бы, допустим, если мне показать какие-то сцены скабрезные, там то-то, то-то. Это, может быть, и публике в некоторой части понравилось. И они сказали бы, это норма. На сцене же показывают. А сцена в какой-то степени, хоть сказали там после спектакля, что сцена вот Оздоев высоконравственное произведение нам показывает. А, мол, театр требует не это, театр требует другое. А что другое? Я ставлю вопрос. Вот даже вот критикуя меня, если журналист сказал вот это, поставил высоконравственным, я горд, я горжусь. Да. Все, вот так. Раз! Вот к ней будешь обращаться. К ней! Вот что самое удивительное. Вот мы с солнечным диском поехали в Москву, и там я пригласил критика, главного редактора журнала «Балет». Она в то же время критик. Она посмотрела, она сказала обратное. Она сказала, вот мне кажется, говорит, национальные танцы мешают вот этому стилю модерн или классики. Я говорю, я с вами не согласен. Я там ответил ей. Я говорю, я знаю, что такое национальные кавказские танцы, знаю модерн и классика. И прихожу к выводу, что оно, наоборот, помогает. У меня есть такой пласт, они могут в любой момент национальный танец танцевать и в любой момент современный. Перевоплощение могут делать. И это одно другому помогает, потому что я это познал. Если бы я так же абстрагирован, как вы со стороны, не понимаю, что такое кавказский танец изначально, если бы я наблюдал бы, я тоже мог бы так же сказать, как вы. Ну, она еще что имеет в виду, когда вот эти все время на пальцах скачут, вот есть вот такие, вот это, что это не соответствует. А есть же национальные танцы, можно без всяких оскалов ставить и так далее.
по ментальности нашей кавказской, вы же прекрасно знаете, что к балету предосторожно, да, относятся. И если вот эти люди пришли, я считаю, что они, вот эти артисты балета, юноши, девушки, они подвиг совершают в плане в том, что, зная, что по ментальности многие как штыки это воспринимают, они отдаются этой профессии, творят, работают. И когда им в этом мешает, мне даже становится порой смешно. Потому что эти же люди на других трибунах говорят: вот мы должны поднимать культуру, республику, мы должны не падать лицом в грязь по отношению к другим республикам, когда какие-то проходят фестивали, встречи и так далее. Правильно? Ну а как, если вот здесь, вот на самом последней ступени есть такие... А пожарник подходит и он говорит, что директор театра ему сказал, что вам только до 7 разрешено. Так, в буквальном смысле некрасивое положение ставит коллектив, мол, как хотите, но до 7. Да? Вот это всегда смешно. Это порыв, любой порыв обрезает, как птицы крылья обрезают, так и вот здесь. Вот у нас вот... Не знаю, почему так получается. В этом здании мы находимся 3 театра, и какая-то несогласованность. Специально, не специально, я об этом даже не говорю. Какая-то несогласованность в творческом плане, чтобы нету вот такого, чтобы один театр полностью, я говорю, от души помогал другому театру, а другой третьему театру. Вот такого нету. Есть вот дежурные фразы и все. И в то же время какие-то непонятные, взаимоисключающие поступки в самом здании. Вот, конечно, еще по-настоящему коллектив только формируется. Это только, что это такое, 2 года работы без школы, да, и мы все-таки за 2 года показали 3 масштабных спектакля. Это уже какой-то фонд, который вот если потеряешь, чтобы его восстановить, нужно еще 2 года потратить, по меньшей мере, понимаешь? Вот об этом я хотел сказать. В плане вот работы, конечно, нужны условия. Хорошие условия. Условий пока нет. Надеемся, что они будут. Вот надеждой и живем. Поехали, поклон. И 1, и 2, и 3, и 4. До завтра. Все? Финили, комедии. Заслуженному артисту России, народному артисту Дагестана и Ингушетии Мусе Оздоеву исполнилось 60 лет. В честь юбилея в Русском театре прошел творческий вечер. Поздравить артиста пришли коллеги по цеху, поклонники, друзья и родственники. Вечер открыла министр культуры Дагестана Зарема Бутаева. Она отметила, что творчество Оздоева прочно связано с Дагестанским театром оперы и балета и стало ярким явлением в современном хореографическом искусстве Дагестана. Свой 60-летний юбилей отмечает один из ярких представителей дагестанской, северокавказской, российской культуры, основоположник балетного жанра в нашей республике, талантливый хореограф, режиссер, педагог, который воспитал плеяду исполнителей, которые сегодня прославляют его и нашу республику, работая в разных музыкальных коллективах в самых разных регионах нашей России. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и большой вклад в развитие культуры и искусства артисту была вручена почетная грамота. И режиссер, постановщик, заслуженный артист Российской Федерации, лауреат международного конкурса Муса Оздоев.